И к новостям культуры. Грузинская дива Нино Катамадзе уже удостоена многочисленных эпитетов и отзывов за создание необычного мира и построение собственного пространства, в которое погружается сама певица, работающая в стиле old music, и ее соратники группа Inside. Кто-то из критиков подобрал для творчества этой исполнительницы весьма точное определение – сложная, умная и нездешняя музыка. Новая встреча с Катамадзе в Казани – это управление стихией и стремительный переход от взрывных ритмов к чувственной лирике или сплаву народных мелодий и европейского джаза. Площадка Большого концертного зала имени Сайдашева, где накануне выступала певица, напоминала порой иллюстрацию к фильму в стиле фэнтези или готический замок. Подробнее в эксклюзивном материале Дмитрия Пивоварова. Академическая площадка редко вникала таким музыкальным децибелом. Тем не менее, Нино Катамадзе была счастлива, что выступала именно здесь, в обрамлении органа, и сказал, что она является хозяйкой этого зала. Для усиления эффекта грузинская дива выбрала те цвета, которыми оперирует, изображая состояние души. Кстати, при соответствующем свете площадка, где на 99% звучит мировая классика, стала напоминать то декорации готического замка, то иллюстрацию к фильму в стиле фэнтези. Как бы сверкают органы, и даже каждая деталь я не могла пропустить, даже стулья, которые там прекрасными цветами разукрашены. Вообще здесь фантастика. Микс и ставшими уже классическими программами, такими как зеленый, синий, черный, белый и красный, вызвал немалую гамму чувств. Сама же грузинская гостья этими чувствами способна вызвать настоящую бурю, то увести за собой в нирвану. Погода преподносит нам немало тайных сюрпризов, но люди-то здесь ни при чем, уверена Нино. Я уверена, что большую часть этого мы вмешиваемся в жизнь природы, и очень важно быть ближе природы, чтобы понять, где быть, где не помещать, где не срезать, чему добавлять, и чтобы оно и кормило нас, и радовало на солнце. Сначала мы слушали эту певицу на дисках, потом увидели на канувшем в лете фестивале сотворения мира, где грустные баллады способны увести в транс многотысячную толпу. Каждая встреча с Катамадзе – это всегда общение со зрителями, которые подпевают певице то на грузинском, то на тарабарском языке, на котором строится незабываемый импровиз. Такие встречи действуют сильнее всех политических заявлений. Кстати, новый президент Грузии Георгий Маргвелашвили пообещал конструктивные отношения с Россией. Я думаю, что проблема жителей россиянам, моим любимым россиянам, нет проблем. Проблема грузинам, которые не могут приезжать в Грузию без визы. Так что надо переставить какие-то ставки, и надо, наоборот, относиться к грузинам вежливо и прекрасно, потому что мы относимся с любовью. Дмитрий Пивоваров, Альфред Камилевский, телеканал «Эфир».